Президент Касым-Жомарт Токаев заявил об учащении случаев разводов многодетных родителей ради получения адресной социальной помощи и поручил разобраться с мошенничеством. Участились случаи разводов многодетных родителей с целью получения АСП. Правительству и администрации президента поручено ускорить внедрение цифровизации для прекращения мошенничества. Токаев отметил, что адресная социальная помощь – это пособие государства именно нуждающимся. Ранее в Янбекшинском суде Шымкента сообщили, что в городе многодетные семьи подают на развод, а мужчины отказываются от отцовства ради дополнительных денежных пособий. Люди разводятся, отказываются от отцовства, подают в неделю 10-15 заявлений. Мы с ними начинаем говорить, и выясняется, что целью большинства является получение АСП. Мы предупреждаем, что процесс отказа от отцовства необратим. Тогда больше половины забирают заявления, рассказал судья Кайрат Избасаров. Напомним, в 2019 году порог черты бедности был повышен с 50 до 70% от прожиточного минимума. Многодетные семьи, чей доход ниже 70% от прожиточного минимума, то есть меньше 20 788 тенге в месяц на одного члена семьи, с апреля получают повышенную адресную социальную помощь по 20 789 тенге на каждого ребенка. Также по новым правилам в качестве дохода не учитываются стипендии детей, пособия по инвалидности и другие специальные пособия. Новый предмет для учащихся 10-11 классов введут во всех школах страны. Предмет будет официально внедряться в 10 классах общеобразовательных школ Казахстана с 1 сентября 2019 года. В 2017-2018 годах в 17 регионах Казахстана был разработан список пилотных школ для апробации предмета «Основы предпринимательства и бизнеса». Новый элективный предмет «Основы предпринимательства и бизнеса» инициирован Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан Атамекен. В 2019 году любой десятиклассник может выбрать этот предмет, он находится в составе элективных дисциплин по выбору, входит в государственный общеобразовательный стандарт образования. По программе предмет будет обучаться 2 раза в неделю в общем 68 часов, которые состоят из теории и практики. Новый предмет позволит формированию бизнес-мышления, изучению экономической терминологии, правовым формам бизнеса, пояснила эксперт отдела развития человеческого капитала Палаты предпринимателей Алия Нурушева. По словам эксперта, сейчас в Казахстане низкая финансовая грамотность. Из-за этого многие граждане входят в сетевые бизнесы и пирамиды, которые не оправдывают их ожидания. После того, как пост министра внутренних дел занял генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев, многие заговорили о кадровой чистке, которая должна была произойти и в рядах самого ведомства, и в региональных департаментах. Глава МВД решил лично рассказать, грядет ли тотальная смена начальников. По словам Ерлана Тургумбаева, данная информация является ошибочной. Также министр отметил, что все решения по замене кадров проводятся в строгом соответствии с квалификационными требованиями. Основными критериями, которые глава МВД выдвигает своим подчиненным, являются профессионализм и компетентность.